Я родилась в Узбекистане, Республика Узбекистан, Кашкадаринская область, город Китап. Вот слово «китап» тоже означает «книга», да? Мои родители были крупными бизнесменами, но они занимались творчеством. Моя мама была поэтессой, писала стихи, а отец, хотя был предпринимателем, занимался торговлей, но всегда он изучал мировой классики, литературы. Всегда у нас по субботним дням мои родители организовали литературные вечера, вечера поэзии, музыки, песни. В этом атмосфере я выросла. Я вообще считаю себя очень счастливым человеком, потому что мне окружала полная любовь, трепет родителей. В детстве я была очень гиперэнергичным ребенком, но всегда старалась помогать малоимущим семьям, детям. Если отец привозит мне сапоги, я помню вот этот случай, об этом много писали журналисты. Сапоги, когда привез папа, я отдала этому своей подруге, которая никогда не имела таких вещей. И попросила ее резиновые сапоги. Когда я пришла домой, отец говорит: это что такое? Я говорю: я хочу одеть, как они. В общем, это у меня с детства было вот это чувство равенства, не отдаляться. И сейчас одна писательница пишет про меня книгу, и рассказываю, она вообще удивляется, и смех, и слезы. В общем. Я на узбекском языке писала, потому что литература вся была на узбекском языке. Я больше писала про родителей, про природу Узбекистана, потому что Кашкадарья – это вот воды называют, очень красивое место, там горы. Где мы жили, там анара много было. Дословно сейчас не могу их произносить, но описание таково, что где есть анар, потому что когда вы видите анар, там очень много пропорциональности. Вот эти штуки, которые внутри анара, это дисциплина, это порядок. Я вот эстетику сейчас преподаю, я вижу, что столько Бог создал такую красоту. И я описала всегда анар, потому что у нас в саду очень много было дерева анара, и много чего я писала связано с анаром. Даже нашла в книге, священной книге Коран, там Мухаммад алейхиссалам говорит: ешьте побольше анар. Поэтому это место, где уединяются влюбленные. Это место, где человек идет размышления. Это место, где пишутся трепетные строки. Я вообще с детства мечтала стать певицей. Готовилась поступить в консерваторию город Ташкент. Но мои родственники из Душанбе приехали, очень просили, чтобы я приехала поступить в вуз в Таджикистане. С такой неохотой я приехала в Таджикистан, будучи не очень я знала таджикского языка. Я больше знала узбекский язык.
Но потом изучала, я жила в семье академика, очень известного писателя. И в этом окружении я выросла как писатель. Там закончила вуз и осталась преподавать в вузе, в университете. У меня не получилось поступить в консерваторию. Там народный артист СССР Ахмат Бабакалов, когда услышал мой голос, говорит, прекрасный голос. Говорит, дочка, я хочу тебе дать такой совет. Говорит, ты красивая. Ну, тогда была красивая. Говорит, не будет такой достойной семьи у тебя. Это Восток. Может, поступишь в другой вуз. Для меня это был удар, потому что я, кроме стать певицей, другого у меня мечты не было. Я не знала, куда поступить. Но немножко я увлекалась историей. Когда своему отцу говорю, отец, вы что скажете? Отец на меня смотрит и говорит, вы сами решайте. Ну, у нас такое высокое отношение, уважение было. Родители нас на «вы» обращались к нам. Говорит, вы сами решайте, как вы хотите. Это было достаточно, что отец не одобряет мой выбор стать певицей. И я поступила в педагогический университет, факультет истории и педагогики с уклоном психологии. Закончила достойно, потом в школах работала, после пригласили в университет, национальный университет, который я долгие годы там преподавала предметы истории мировой религии, культурологии, философии, этики, эстетики. Писала научные статьи. По семейному обстоятельству мы жили за рубежом, в Австрии, потом в Индии жили, потом в Казахстане. В 2002 году мы приехали в Кыргызстан, Бишкек, Нисикуль. На Нисикуле я поняла, что это мое место. Когда мне подарили там книгу «Эпос Манас». Я начала изучать, и я слышала какую-то мелодию. Я мужу говорю, что, может быть, останемся некоторое время здесь. Говорит, хорошо. Он гражданин Австрии. Говорит, хорошо, дорогая, останемся некоторое время. Вот некоторое время, это в 2002 году, до сегодняшнего дня мы живем здесь. Кыргызстан, можно сказать, это место для меня, где я раскрылась как творческий человек, как человек, который занимается наукой. Многих вузов я преподавала, но больше акцент делаю на творчестве. Вот природа Кыргызстана, люди, обычаи, традиции, гостеприимство, отношения, дружеские отношения меня просто привлекает, удивляет. У меня очень много друзей из Кыргызстана, которые постоянно мы общаемся с ними. Ну, как член семьи стала в Кыргызстане. Очень многих мероприятиях участвую, приглашают. Допустим, несколько лет тому назад Роза Тумбаева организовала мероприятие «Закон о описании эпоса Манас». Я там читала монолог из эпоса Манаса «Роль Каникея» на таджикском языке. В театре оперы, балете мы выступали в многих местах. Но это о чем говорит о том, что я здесь чувствую себя очень комфортно. Я стихи мало пишу, больше пишу прозу. Да, это афоризмы, это повести, рассказы. Я пишу о нравственных темах, о любви, о солидарности, о терпимости, о уважении к родителям, семейной проблеме, воспитании детей, отношении к мужу, к свекрови. Те темы, которые, считаю, они актуальны. Но самое главное – самопознание, чтобы, как Сократ говорит, познающий себя познает Бога. Вот больше акцент делаю на самопознание человека, самоопределение человека, что он есть личность, достойная уважения, любви, описывая природу. В моих афоризмах они пишутся
Они разговаривают, дождь с снегом, ураган с штормом. И они соревнуются, они придут потом к консенсусу, к миру, что надо уступить, надо мирно жить. Это аллегория, чтобы между людьми была эта терпимость, уважение, взаимопонимание. Обычно я пишу рано утром, я в 4 встаю. 4 утра, вообще я мало сплю с детства. Я настолько радуюсь, вот этот момент я начинаю танцевать. Многие говорят, может быть, это что-то не то с тобой? Я говорю, нет, это я долгие годы изучала в Таджикистане, допустим, суфизм, это вот танец дервиша. Это состояние, когда ты слияешь с природой, с красотой мира, с Богом. Я чувствую себя такой легкой, как шумкар, как птица, летаю. И вот этот момент я начинаю писать. Вот книгу моей «Марджан Ойлор», которую перевели на кыргызском, «Бисерные мысли», они очень быстро написаны, за 5-6 дней, которые я в полном состоянии вдохновленности, илхам писала. Бывают такие моменты, которые... А в моем понимании вообще творчество – это состояние души. Когда мне говорят, что заказывают что-то, о чем-то писать, я абсолютно не могу писать. Поэзия должна отражать состояние души человека, как он воспринимает мир, не копировать той или иной своего наставника. Как он принимает естественное состояние. Я изучаю мировую классику, читаю, что те, которые достигли верх уровня литературы, они сохраняли свою естественность, свое состояние, не подражая никого. Некоторые плагиатством занимаются, это мне не нравится. Если ты творческий человек, быть самим собой, иначе надо отказаться от этого. Очень многие. Долгие годы я работала в Международном университете, в Славянском университете, в физкультурном академии преподавала. В основном мои читатели – это молодежь, потому что я очень много пишу о теме любви. Некоторые мне пишут, что давайте познакомимся, и думаете, я такая молодая, 20-летняя девушка, потому что, наверное, душой я осталась таким. Но есть пожилые люди. Я их часто потому что приглашаю на творческих вечерах, которые вот каждый месяц проводим. Иногда дома провожу, в чайханах, везде. Поэтому я не могу делать, что именно молодежь. И дети читают, и взрослые, и подростки. Ну, есть у меня своя, да, у меня аудитория есть читать. Ну, это семья. Наша семья живет в Кыргызстане. Мы обогащаемся в Кыргызстане, видя вот разнообразие. У нас 3 детей. Одна старшая дочка живет в Австралии замужем. Семья очень счастливая. Вторая дочка здесь замужем. А 3-я живет в России, в Москве. Всегда. Все мои книги, которые написаны, больше 80 книг, но среди них есть научные книги, художественные,
Это была поддержка этого человека, который я очень благодарна ему. А мы его потеряли, но все равно я эту поддержку всегда чувствую. Остался со мной всегда. У меня здесь много друзей, наставников. Известная поэтесса Светлана Александровна Луговая, которая она всегда мне дает направления, советы. Академик Марбайджиев, который мы всегда вместе проводим вечера, на его мероприятиях я активно участвую, советуюсь. Алтынай Иманбекова, поэтесса, Лейла Карасартова, которые мне всегда поддерживают, советуют, читают мои, переводят на кыргызском языке. Вот эта юрта мне очень притягивает. Так хочется летом построить себе юрту и там жить за город. Изучаю философию юрты. Это вот этот верх строительства архитектуры говорю, вот юрт мне напоминает вот этот принцип единства, это совершенство, где человек должен стремиться к высоте, да? Обычаи мне очень нравятся, гостеприимство. Очень четко отличается женщины Кыргызстана от других женщин Центральной Азии. Они более свободные, более целеустремленные. Они очень быстро войдут в мир модернизации. Вот, допустим, компьютер. Все женщины Кыргызстана, они могут работать с компьютером, язык английского языка, китайский язык. Вообще меня удивляет женщины. Это часть культуры Кыргызстана, которой женщины всегда не были закрыты. Они более свободны, у них дух очень свободный. Гостеприимство мне очень нравится. Куда я и не иду, всегда Дастархан открыто, всегда бешбармак, всегда мне очень удивляет вот эта щедрость кыргызского народа, когда той на мероприятиях после мы все собираем с собой, отвезем домой, кушаем, еще домой отвезем. Это нигде нету такого, нигде нету. Это меня удивляет. Вообще я планирую написать хорошую книгу о кыргызской людей, обычаи, традиции. Конечно, это в художественном стиле. Что такое успешность? Я иногда задаю себе вопрос, когда ты доволен самим собой. Я довольна. Мне не надо ни награды, мне не надо похвалы, да? Многие творческие люди страдают, что не стали народным поэтом. Все это мне не надо. Мне надо, чтобы читали мои книги. Они читаются, значит, я успешная. Да, в каком-то мере я патриотка. Я везде пропагандирую свою культуру, литературу. Я часто читаю то, что я пишу на таджикском языке. Вот за рубежом часто бываю. Недавно была в Южной Америке. Там я читала на фарси, на персидском языке. Ну, это же наш язык, персидский язык, таджикский. Ну, я патриотка еще Кыргызстана. Я везде пропагандирую кыргызскую культуру. Часто мне перепутают, я кыргызская, потому что когда я за рубежом иду, я в кыргызском одеянии. Вот, одеваюсь, все удивляются, говорят, какая красота. Поэтому у меня нету вот такой четкой деления, что я таджичка. Но вот духом я таджичка, но слияние пошло. Вот, кыргызстанка, я гражданка Кыргызстана. Я очень люблю кыргызов. Знаете, одну историю вам, секрет скажу. В детстве у меня была кличка Кыргызка. Я всегда задавала родителям, говорю, почему вы меня называете Кыргызкой? Потом мне мама объясняла, говорит, ты отрешенная, тебе ничего не надо, ты все время читаешь книги, очень толерантная, всем
помогаешь. Я говорю, а что, таджики не такие? Говорит, такие, но кыргызы, они жили вот как кочевники, у них не было вот, быть богатым, да, стать богатым, построить дворцы вот, испокон веков. Они были отрешенные люди, верующие, свободные духом. Вот тебе, говорит, мы дали такую вот кличку. И до сих пор, когда я приезжаю в город Китап, Узбекистан, мне говорят, вот кыргызка пришла. И видите, вот в стольких странах я жила и приехала жить в Кыргызстане. Это какая-то мистика. В детстве меня назвали кыргызской, и я живу теперь в Кыргызстане. Я настолько уже полюбила. Мне надо побывать во всех городах, селах, изучать их фолклор, их истории, да, возникновение, вот, писать и все это перевести на английском языке. А Кыргызстан многие знают, но не все. Я хочу жить здесь. Я уже привыкла. Даже когда приеду в Узбекистан и Таджикистан, мне скучновато, потому что мой дом Кыргызстан. Вот такой толерантность нигде нету. Здесь все говорят, могут говорить на своем языке. Никто не упрекает, говори на том ином языке. Здесь мы чувствуем себя как у себя дома. Мы соблюдаем свои традиции, которые очень тождественны кыргызским. Дружба народов здесь, можно сказать, на высоком уровне. Столько диаспоры здесь существует, и они развивают свою культуру и уважают. Вот эта интеграция есть. Это, конечно, политика Кыргызстана, что создали такое условие, чтобы люди многонациональные в Кыргызстане жили в духе толерантности, любви, взаимообогащения, взаимопонимания. За это спасибо государству Кыргызстана. Я желаю кыргызстанцам больше изучать свои истории и культуры, потому что это уникальная история культуры, которые не похожи в других. Еще столько драгоценностей находится в глубине океана этой культуры, которую мы должны проникать и изучать. Поэтому больше любить, сохранить свой язык, больше уважения к родителям. Если поедут за рубежом, никогда не забывать своих предков. И любить свою природу, восхвалять. Иссык-куль – это вообще мистика для меня. Чтобы, конечно, делается, но здоровье этого народа, чтобы сохранить это прекрасное государство Кыргызстана, достойно развивать и обогащать. Я очень люблю Кыргызстан. Ман омадаям, вой, ман омадаям, иш фарьяд конад. Ман омадаям, кинос буньяд конад. Ман омадаям, вой. Дам дарам, дарадарам, дам дарам, дарадарам, дарадам, дарадарам, дарадарам, дам.